Вступил в законную силу приговор Верховного суда Коми жительницы села Помозино Натальи Лозиченко за убийство своего приятеля. В конце декабря она выпивала в гостях у своего друга. В какой-то момент парень стал приставать. Я сказал, типа, не давай, я... Он выпил, опять покурил, лег. Сижу, он просто подошел ко мне, схватил за шею и положил на кровать. Начал, ну, я бы не сказала, что душить, а просто держать за горло и лапать. Девушке такие знаки внимания не понравились. Как схватилась за кухонный нож, уже не помнит. Я начала его отталкивать, он убежал. А потом я уже, как я говорила раньше, уже пришла в себя. Вот тут я сидела, он был тут на кровати. Ну, сядь. Присядьте, покажите, как вы вот сидите. Вот так я сидела, ага. Вот так, и в руке был окровавленный нож. Он вот. уже там лежал. Нож вот каким образом у вас находился? Присядьте. Вот так вот. Ну, как-то вот так вот. Девушка 37 раз ударила своего приятеля ножом. Когда поняла, что он мертв, убежала, но вскоре ее задержали. Помимо степени характера общественной опасности преступления, учтено также то, что женщина ранее 2 раза судима за совершение преступлений насильственного характера против личности. Кроме того, после совершения преступления она успела выслушать приговор за совершение преступлений 4 небольшой и средней тяжести, корыстной направленности и насильственного характера. Судом первой инстанции ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Скуломский суд приговорил Наталью Лозиченко к 12 годам колонии общего режима. Сторона защиты подала апелляцию с просьбой снизить суровое наказание. Якобы девушка в состоянии эффекта себя не контролировала. Однако Верховный суд Коми оставил приговор без изменений.